Во второй половине сентября делегация Торгово-промышленной палаты Абхазии вместе с предпринимателями республики посетила с деловым визитом Турецкую республику. Поездка состоялась благодаря официальному приглашению Союза туроператоров Турсаб и турагентства Акмис. Делегацию возглавил президент Торгово-промышленной палаты республики Геннадий Гагулия. В составе делегации были 22 предпринимателя Абхазии, работающих в сфере туризма, ресторанного бизнеса, торговли и банковской сферы. Целью поездки было развитие экономических отношений, а именно развитие двустороннего туризма между Республикой Абхазия и Турцией, информирование о положении абхазской экономики в целом и по отраслям, ознакомление с опытом успешного ведения туристического бизнеса в Турции. Эта поездка является ответным визитом. В мае текущего года по приглашению Торгово-промышленной палаты Абхазии нашу республику с деловым визитом посетили туроператоры, представители туристического бизнеса Турции. В течение 2 дней сотрудниками ТПП были организованы экскурсии для гостей по достопримечательным местам республики. Туроператоры также посетили гостиницы, ознакомились с перечнем турагентств, работающих в Абхазии. Главной целью было ознакомить гостей с туристическим и курортным потенциалом и налаживание двустороннего туристического потока. Тогда же поступило приглашение в Турцию. В рамках своего визита абхазская делегация провела ряд встреч. 16 сентября состоялась встреча с председателем правящей партии «Справедливости и развития» города Коджаили Махмудом Чевелик, заместителем мэра этого города и бизнесменами. Встреча была организована в курортной зоне, открытой после реконструкции. Председатель партии Махмуд Чевелик лично провез на электромобиле гостей из Абхазии по парковой зоне для наглядной демонстрации курортной зоны. Организаторы мероприятия продемонстрировали ряд гостиниц самых различных уровней. Город Коджаили расположен вдоль трассы и железной дороги, соединяет Стамбул и Анатолию. Он является промышленным центром Турции. Поступление налогов в казну бюджета Турции от города Коджаили составляет до 20%. Коджаили включает в себя 12 районов. Население составляет 1 200 000 человек. Этот город официально абхазская делегация посетила впервые. В этом городе проживает многочисленная абхазская диаспора. Для изучения опыта в гостиничной сфере представители делегации посетили гостиницы разного уровня. Турция, как одна из самых посещаемых туристических стран мира, имеет развитую гостиничную индустрию. На сегодняшний день в этой стране классификация отелей проводится Министерством по культуре и туризма. Основная масса отелей ранжируется в диапазоне от 1 до 5 звезд. Помимо класса самих отелей, в Турции существуют также и различные классы доступных сервисов. Сегодня большинство отелей в регионе Эгейского и Средиземного моря работают по системе «Все включено» – All Inclusive. Главным образом это означает отсутствие ограничений в питании, бесплатные напитки, бесплатный бар со спиртным турецкого производства. Но есть и еще один класс обслуживания, который чаще всего называют «Сверх «Все включено» – Ultra All Inclusive. Здесь постоялец может рассчитывать на марочное спиртное, а также на широкий спектр бесплатных услуг, от массажа до проката скутера. С особым интересом делегация осмотрела гостиницы класса люкс, то есть 5-звездочные отели. Гостям была наглядно продемонстрирована инфраструктура отелей, то, чем они отличаются от гостиниц уровнем ниже. В продолжении первого рабочего дня для делегации была организована встреча в торгово-промышленной палате города Коджаили с ее руководством и бизнесменами. Основным вопросом, интересующим представителей турецких деловых кругов, был инвестиционный климат в Абхазии. В этой связи поднимались вопросы законодательства, страхования, развития банковской сферы. Также обсуждался вопрос о возможности транзитного коридора для товаров из Турции в Россию. Я хочу поблагодарить вас за столь теплый прием, который вы нам оказали. Мы знали, что нас будут встречать, что у нас будут встречи, но такой теплой, такой встречи мы не ожидали. Конечно, мы будем говорить о экономике, мы будем говорить о многих вещах, которые должны построены между нашими государствами, но то человеческое понимание, которое возникает с сегодняшней нашей встречи, я думаю, это забыть нельзя. И одно из главных условий любых отношений является человеческие отношения. Мы вас от всей души, от всей делегации благодарим. Я думаю, многие присутствующие здесь имеют какое-то отношение к нашей родине, к своей родине. И нас всех вместе связывает большая история нашей жизни. Если честно говорить, мы можем вернуться к истокам той же Османской империи, когда мы были вместе, мы проводили ту политику, которая нужна была между нашими народами.
Сегодня мы встречались со многими успешными предпринимателями нашей национальности или родственными нашей национальности, те, которых приютила турецкая земля и оказала им все возможное, чтобы они чувствовали на этой земле спокойно, красиво и достойно. Как вы знаете, Абхазия получила независимость в результате последних событий, то есть в результате войны. Было много жертв. Сегодня наше маленькое государство встает на путь мирного развития. Нам нужно строить экономику, нам нужно создавать новое общество тех свободных людей, которые хотят видеть радость в своих семьях. Турция является не только лидером данного региона, но и известным уже государством во всем мире. За последние десятилетия экономика Турции сделала такой стремительный скачок, которому могут позавидовать высокоразвитые государства, которые себя так считают. В вашем любимом городе, который является одним из самых высокоразвитых городов Турции, мы хотим позаимствовать ваш опыт. Честно говоря, мы хотим, чтобы вы приняли участие в развитии нашего государства, нашей экономики. Нам нужен ваш опыт. Мы сегодня посещали несколько отелей, в которых осуществляется прием туристов. Наша делегация знакомилась со всеми необходимыми атрибутами приема, инфраструктуры. Я могу сказать от всей делегации, что впечатление сверхожидаемое. Я хотел бы, чтобы следующая уже делегация была делегация из вашего города, и чтобы вы посмотрели, что мы хотим, что мы имеем, как мы будем вместе дружить, как мы будем вместе строить наше государство, потому что вы уже себе многое построили, вы уже на той высоте, которой нам нужно еще дотянуться. А мы решили начать с области туризма, потому что туризм – это высоконтактное средство между общением между людьми. Чем больше общения, тем больше информации. А самое большое богатство – это общение. И мы надеемся на то, что это будет тропинкой для выхода на большую дорогу нашей экономики. Я не знаю, конечно, в какие сроки будет формироваться делегация для приезда в Абхазию, но мы готовы всегда в любой момент, ждем вас и надеемся на то, что это будет не тоже далеко и быстро. Позвольте еще раз вас поблагодарить. Спасибо за то, что вот в таком большом составе вы нас приветствуете. И надеюсь, что мы сможем ответить вам тем же добром. И ждем вас. В ходе встречи бизнесменам были вручены каталоги о туризме Абхазии, сельском хозяйстве, инвестициях и культуре. Также был представлен презентационный ролик об Абхазии. 17 сентября в ходе второго рабочего дня состоялась встреча с председателем Союза туроператоров Турсаб Кадиром Генч и директором турагентства Аксай Рухи Караальп. На встрече обсуждались возможности развития двустороннего туризма. Я думаю, что все, что сказано вами, и если нами правильно понято, мы все на правильном пути и хотим тех прекрасных отношений, которые должны складываться между нашими народами, между нашими странами. Честно говоря, я удивлен таким количеством людей, которые вовлечены в наш прием, людей влиятельных, людей и обаятельных. И я думаю, что нас это ко многому обязывает, и мы должны продумать все свои дальнейшие действия так, чтобы у нас не было никаких сбоев. Я думаю, что после нашего отъезда к себе домой мы будем очень долго еще рассказывать о том, как нас принимали и какое внимание нам уделили. И в ожидании вашей делегации мы подготовим, как говорят, почву, народ, как мы вас должны встретить и что мы еще должны сделать. Председателем Союза туроператоров района Мармара Турсаб Кадир Генч выразил благодарность президенту Торгово-промышленной палаты Абхазии Геннадию Гагулия за сотрудничество.
Рабочий день делегации продолжился встречей с руководством университета Коджаили, в частности с проректором Али Демирджи. Университет является одним из лучших в Турции. Основан он в 1992 году. Сегодня в университете обучаются более 60 тысяч студентов. В ходе встречи стороны договорились о предоставлении лимитов для абхазских студентов. Встреча завершилась абхазскими танцами. Также в ходе второго рабочего дня делегация посетила Высшую школу туризма Турции. Во время встречи стороны обсудили возможности прохождения практики и курсов повышения квалификации для абхазских сотрудников, работающих в сфере туризма. 18 сентября состоялась встреча с руководством торгово-промышленной палаты и бизнесменами города Дюздже. Президент ТПП города Дюздже Чакыр Фахри, принимая делегацию, выразил готовность для дальнейшего сотрудничества между палатами, а также в ближайшее время посетить Абхазию деловым визитом. Я очень рад принять вашу делегацию, потому что на самом деле этот город, этот район для вас не чужой. Вот смотря, ходя в нашем городе, вы запросто можете встретить ваших соотечественников, видеть свою культуру, потому что есть у нас общая история. Как Турция у нас говорят, есть пословица, и начало, это уже сделано больше половины дел, так и говорят. И для этого я сегодня еще раз очень благодарю президента торгово-промышленной палаты и делегацию за то, что сегодня вы открыли дверь, как говорится. Сделали первый шаг. Я думаю, даже если не половина сделана, уже сделано 51-49%. Я это прекрасно понимаю. И, конечно, также будет ответный визит. И все, что от нас зависит, сделать. Я думаю, то, что вы сегодня сделали, посетили нашу торговую палату, и ваши члены управления, и также остальные вот об этом будет знать и ценят этот первый шаг. Как вы сказали, я абсолютно с этим согласен. У нас есть общая история. Всегда народа Турции, Турецкая республика целиком на Кавказе, и также Кавказе всегда посмотрел по-другому. У нас есть много чего общего. А до этого уважаемый президент очень правильно заметил, что для развития наших отношений между нашими странами, и здесь проживает у вас большое количество диаспора, и как в Дюздже, Сакария, Коджели, как и ближайшие наши районы, и также Самсун, Синоп и в других городах Турции. Это, конечно, только поддержит для дальнейшего развития наших отношений. И мы не только до сегодняшнего дня было сделано культурные отношения, других каких-то отношений наладить. Очень правильно заметили, что сегодня уже время, и также экономические отношения развивать между нашими странами. Для этого все, что от нас зависит именно в городе Дюздже, мы готовы это сделать, дальнейшее сотрудничество с вами. Абсолютно этот вопрос в ближайшее время мы будем обсуждать наши правления палаты, и запросто могу сказать от имени своих друзей, в ближайшее время мы готовы приехать в Абхазию, потому что, как правильно до этого сказано, все можно говорить, но на место посмотреть и видеть, это совсем другое. Нельзя за один визит говорить и устанавливать сразу все контакты. Мы надеемся на то, что вас это в какой-то мере заинтересует, и вы проявите интерес. Мы готовы представить любую информацию, как говорят, в любом виде, в электронном, отдельно, в человеческом месте. Кто-то из предпринимателей или кто-то из желающих посетить Абхазию, мы готовы приветствовать и обо всем договариваться. Не бывает везде все гладко, везде все хорошо, но у нас есть, еще раз повторяю, все то общее, которое нас сближает. И это было подчеркнуто и уважаемым господином. Это, я думаю, никто не скрывает. Все знают и наши проблемы, и проблемы рядом существующих государств, но это не должно препятствовать нашим контактам. Наши соотечественники, живущие в Турции, совместно с нами выиграли войну. А Турция после войны нам оказала очень существенную экономическую помощь в самые тяжелые годы, которые были в Абхазии, когда в Абхазии была объявлена блокада, и только единственная сторона, Турция, которая оказывала нам помощь. Существующая торговля между Абхазией и Турцией осуществляется вопреки межгосударственных отношений.
и она достигает таких уровней, что Турция является второй после России партнером Абхазии. Придет время, когда не только калитка будет открыта, но и настежь ворота, и наши взаимоотношения станут немного другими и возрастут до тех величин, которые подобает между соседями. 19 сентября состоялось подписание соглашения между Торгово-промышленной палатой Абхазии и Союзом туроператоров Турсаб. Свои подписи поставили президент ТПП Абхазии Геннадий Гагулия и председатель Союза туроператоров Турсаб Кадир Генч. Также состоялось подписание договора о сотрудничестве между абхазским турагентством Dolce Vita в лице директора Инары Дауровой и турецким турагентством Акмис в лице руководителя Рухи Караальп. В этот же заключительный день состоялась встреча в представительстве Абхазии в Турции с полномочным представителем Инаром Гицба. Значительным событием явилась встреча с президентом торговой биржи города Стамбул Али Капуз, на которой обсуждались перспективы развития работы предпринимателей Турции и Абхазии. ТПП Абхазии информировала руководителя Стамбульской биржи об экономике республики и перспективах развития экономики между Абхазией и Россией. В ноябре делегация Стамбульской торговой биржи во главе с президентом планирует посетить Абхазию с официальным визитом. По окончанию поездки в Турцию члены делегации поделились своими впечатлениями. Всем известно, конечно, что у Турции огромный туристический опыт, ну и несомненно то, что у Абхазии огромный туристический потенциал. Поэтому польза данной поездки, конечно же, очевидна. У нас была очень насыщенная программа. За 4 дня мы посетили очень много городов, туристических объектов, ресторанов различного класса, звездности, уровня. Познакомились с работой внутренней. С нами очень приветливы были все местные предприниматели и с удовольствием делились своим опытом. А мы с удовольствием все это внимали и надеемся, что в скором будущем реализуем у себя в Абхазии. Хотелось бы, конечно, поблагодарить дружный, теплый и профессиональный коллектив торгово-промышленной палаты и лично Геннадия Леонидовича. Мы имели хорошую возможность быть приглашенными с организацией торгово-промышленной палаты в осуществлении поездки с целью знакомства, с целью приезда в торгово-промышленную палату, которых, в принципе, несколько здесь, в Турции, принять участие, посмотреть, каковы их предложения, их приглашения на будущее сотрудничество с Абхазией. Нам было очень приятно принимать участие, заметить их добродушие, гостеприимство. И наше мнение, как индивидуальных предпринимателей и бизнесменов Абхазии, такое, что значит, эти поездки, они необходимы. Необходимо сотрудничество, продвижение в сфере экономики, в сфере той деятельности, которой мы занимаемся. Нам это очень интересно и хотелось бы сотрудничать в дальнейшем, развивать отношения. И эти шаги, я считаю, это путь направления к экономическому развитию Абхазии. Мы благодарим сотрудников торгово-промышленной палаты, которые пригласили нас, которые приняли участие в переговорах. И в дальнейшем мы думаем, что это послужит достижению определенных целей. В принципе, очень много чего именно от российских инвесторов производит в Абхазии, какие-то улучшения, ожидаем еще больше. Но данная поездка, на самом деле, когда мы получили приглашение, и очень были рады этому, потому что опыт Республики Турция, который в этом направлении, в нашем направлении, что касается туризма, есть, это на самом деле колоссальный опыт. Эта поездка в 3 дня, конечно, все, что мы хотим, невозможно уместить. У нас возникает на самом деле очень много вопросов, на которые не всегда можем получить ответ за счет того, что это все очень сжатые сроки проходит. Но тем не менее такие поездки, они должны быть в обязательном порядке для обмена опытом. Опыт, который есть у Турции, он, если сказать, что мы ничего не получили за 3 дня, это, конечно, будет просто кощунственно. Получили огромный опыт, увидели, как надо делать, увидели, что такое 3 звезды, увидели, что такое 5 звезд, увидели, что такое обслуживание, уровень обустройства, то есть уровень инфраструктуры самой в целом. Тут как бы
если говорить более так детально, конечно, это все не будет столько времени, сколько нам дается, да, вот, и сказать отдельно тоже много не получится, но тем не менее сам опыт, конечно, уже у нас имеется. Своими глазами увидеть и просто понаслышке услышать, что это совсем разные вещи. Да, хотелось бы более детально, конечно, все это изучить, более детально ко всему этому подойти, но, к сожалению, нету времени. Но надеемся, когда вот при встречах нам обещали, мы им обещали, что будут эти встречи продолжаться, и они к нам в гости будут приезжать, и какие-то профессионалы уже будут к нам вот именно по русскому профилю приезжать и уже правильно нам рассказывать, как это все надо преподносить туристам. Данная поездка широко освещалась в местных СМИ. Все встречи были организованы турецкой стороной на высоком уровне. Турецкая сторона проявила большой интерес к Абхазии. В ноябре с деловым визитом нашу республику посетят 17 турецких предпринимателей.